Бальзак Гоголю должен боты чистить. Почему? Оказывается, эта книга, повесть, она должна была меня тогда потрясти. Купил себе славу, купил себе успех и купил себе процветание. Для меня, э, как киноведа, а также, в общем-то, благодарного читателя и зрителя, всегда привлекал вот этот жанр мягкой фантастики. Не такой вот ярой, такой радикальной, зрелищной, а именно мягкой, ну, едва-едва какой-то, ну, лишь элемент. И в литературе тоже такое часто встречается. Давайте я вот сразу скажу о тех книгах, которые я вам хотела бы вот сейчас предоставить вашему вниманию. Ну, многие, конечно, читали, и сейчас даже по названию можете определить, что я предлагаю вам вернуться к классике. Дело в том, что почему именно Гоголь и именно почему повесть «Портрет». Дело в том, что не так давно мой близкий друг предложил мне перечитать повести Гоголя. Петербургские повести. Ну, вы все знаете, по школьной программе вы проходили «Нос», «Шинель». И там вот в цикле этих повестей есть очень интересная повесть «Портрет». Дело в том, что в школе, ну, ясно, тогда у меня отношение к Гоголю было вот как к обязательному хрестоматийной литературе, и он меня немножко отпугивал, вот именно своей мистикой, чертовщинкой, вот эти вечера на хуторе близ Диканьки. Ну, как говорится, уважение было, почитание, но вот какой-то барьер был. Видимо, от того, что в силу молодости мы вот в подростковом возрасте немножко отшатываемся от таких областей тьмы, и поэтому она нам была совершенно непонятна. И вот я перечитала «Портрет» и удивилась. Оказывается, эта книга, повесть, она должна была меня тогда потрясти, но почему-то она у меня не вызвала никакого интереса. Ну, подумаешь, там, ну, вот коротко о сюжете, да, там молодой художник, не без таланта, 22 года, купил в ловчонке картину. Картину «Портрет старика» в восточных нарядах с бронзовым лицом. И он обратил внимание, ну, обычная картина, но его особенно впечатлили и пронзили глаза старика. И вот как описывает Гоголь вот эту ловчонку, где на Щукином переулке, куда собирается беднота, там лакеи, извозчики, просто зевают и смотрят на эти картины, они даже и не пытаются и покупать, просто для них это, ну, лицезреют как бы зрелище, портреты каких-то фламандских баронов. А вот наш герой просто так невольно остановился перед тем, как зайти. И вот это слово «невольно» – это значит не по своей воле, его что-то вело. И он также невольно купил эту картину. Просто взял, ну, цена ему показалась очень дорогой, там 4 гривенника, ну, немного поторговавшись, все-таки он ее взял за 1 гривенный, принес домой, и у него какое-то вот чувство тревоги возникает, и ночью он никак не мог заснуть, и он закрыл вот эти глаза простыней, закрыл, и он испытал во время сна сон во сне, как сахалы говорят, баттаты. Он вроде бы и просыпается, а портрет без простыней, потом он опять засыпает, а потом этот старик вылазит, выходит из рамы и начинает там дела свои делать со своими синими мешочками, в которых там золото, гривенники, тысячи, он пересчитывает. И один сверток куда-то выпал под кровать, и он его как бы, наш герой, выхватил и спрятал. Так вот, далее наш герой разбогател, вот этот сверток у него оказался в руках, он расплатился за свою квартиру дряхлую, он, значит, купил все наряды, кисти, все, что хотел, и, как бы говорится, ну,
забронзовел, он стал устраивать себе, так сказать, позиционирование, там, печатать все в газетах и принимать работы на заказ. Не просто писать, как раньше он это делал, писал картины, портреты от души, прислушиваясь к себе, к миру, а писать на заказ. И вот здесь самая главная мысль о том, что получается, что наш герой купил себе славу, купил себе успех и купил себе процветание, но он потерял талант. Потому что никакая слава, она не принесет наслаждения человеку, если он ее украл. А по сути здесь мистика как раз заключается в том, что он украл. И дело может быть даже не в этом портрете и в страшном старике, который выглядывает, выходит из рамы, а дело в самом человеке, в самом художнике, который сам по наитию, каким-то чутьем, своим каким-то темным, которое в нем все-таки заложено, он приходит к краху. Вот я почему советую это прочитать, особенно тем, кто занимается творчеством, литературным творчеством. Дело в том, что однажды мне было лет 18, я читала Гобсека, Онуре де Бальзака, и он мне давался с трудом, но и сама история меня очень интересовала, тоже ростовщика, там золото, там, в общем-то, обогащение. И к нам в редакцию «Мирнинский рабочий» пришел польский журналист, в гостях был. И как-то речь зашла о литературе, и его спросили его отношения, вот он сам европеец, как он относится к русской литературе, к классике. И он сказал одну фразу, которая меня вообще так удивила. Он сказал: да вы что, говорит, что сравнивать? Бальзак Гоголю должен боты чистить. А в каком плане он? В плане языка, в плане его стиля, слога, как это он все преподносит. И вот я вспомнила про этот момент, и действительно, Бальзак Гоголю должен боты чистить. Почему? Потому что одно дело рассказать, вот как я, сюжет, очень простенько, да, схематично. Другое дело это все описать, все это преподнести и так красиво. Оказывается, вот бытует такое мнение, что женская проза и мужская проза, да, отличаются. Чем? Оказывается, мужчины больше пишут глаголами, существительными, фактами, он действие идет. А женщины любят прилагательные, красивые, изумительные, прекраснейшие. И вот если сравнить, вот, оказывается, Гоголь обладал и тем, и другим даром. Писать как и по-мужски, и по-женски. И в одном предложении у него может сочетаться 2, 3, 4 информации. Вот я снова повторюсь, вот эта повесть, она еще пригодится не только художникам, не только писателям, но и любому творческому человеку, который отдается, который наделен каким-то даром. И чтобы его не растерять, он должен прислушиваться к себе и знать о том, что не поддаваться соблазнам. Вот как наш герой, который разбогател, сразу стал ездить по светским балам на карете, просто так, без всякой нужды. И вот он знал, что в нем есть талант, но он не сумел его сберечь. Вот, и вот я хотела цитаты прочитать. Кто заключил в себе талант, тот чаще всех должен быть душою. Лучше вынести всю горечь всевозможных гонений, нежели нанести кому-либо одну тень гонения. И талант – это Богом данный тебе дар Бога, и миссия человека его не погубить. И поэтому я считаю, что вот эта повесть, она актуальна во все времена, и даже сейчас, даже для тех же пиар-менов, для художников, для артистов, для любого творческого человека. Он должен как бы всегда держать руку на пульсе своего сердца. И вы знаете, этот
Повесть, она выходила в двух редакциях. Ну, как у многих писателей. Вначале это был рассказ. Он написал в 1835 году. Рассказ так и назывался «Портрет». А потом уже, когда Белинский и его же коллега Сентковский из журнала «Современник» просто раскритиковали его в пух и прах, сказали, что ну, первая часть еще как-то читается там с увлечением, но вот вторая – это уже типа никуда, там столько наплетено, там столько напридумано, настолько нереалистично. И вообще Белинский посоветовал, и здесь бы я, кстати, с ним тоже согласилась, что вот если бы убрать эту мистику и сделать в таком на четком реализме эту вещь о художнике, от этих страданиях, о потерях, об утратах, о трагедиях, вот тогда это была бы вещь. Ну, кто знает, прав ли бы был Белинский, но все-таки все равно повесть «Портрет», она вошла в цикл повестей, петербургских повестей, и она как бы неотрывна от всех его вот, последующих и предыдущих произведений.